Здравствуйте, в эфире актуальное интервью в студии Сергей Козюра. Программа переселения из ветхого аварийного жилья в Якутии заработала в 2016 году. За 2 года в Нерюнгринском районе выполнен самый крупный объем в Российской Федерации по программе переселения. Но, к сожалению, именно из-за того, что данная программа еще не завершена в поселке Серебряный Бор, Якутия пока не может отчитаться о выполнении первого этапа программы. Почему это произошло и что стало причиной? Сегодня мы поговорим с главой поселка Серебряный Бор Станиславом Будуевым. Станислав Николаевич, добрый день. Добрый день. Вам досталось тяжелое наследство. Да? Вы были избраны главой год назад, в тот момент, когда уже программа гремела, шла. Но, тем не менее, вы уже в курсе всего происходящего. И вот расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день, все ли дома сданы, как обстоят дела? Да, программа находилась под угрозой срыва до определенного времени, ввиду того, что компания-застройщик «Созвездие» не исполнила свои обязательства по муниципальному контракту. Значит, это недостроено, не сданы 5 домов. В добровольном порядке «Созвездие» отказались нам передавать эти 5 домов, чтобы мы могли их достроить, значит, ввести в эксплуатацию. Значит, велась с ними претензионная работа досудебная. На сегодняшний день контракт с ними расторгнут и документы поданы в арбитражный суд Республики Саха-Якутия о передаче этих домов в части погашения долга. То есть они и сами не строили, и вам да, и сами не достраивают, да, в такая ситуация, что и нам не передают. И пока эти дома не будут в муниципальной собственности, ни республика не можем потратить на, значит, еще какую-то сумму, чтобы в конце концов эти дома достроить и заселить туда людей, которые вот ждут в свою очередь переселения в эти дома. Подрядчик обещал в ноябре сдать в эксплуатацию 3 дома. Ну, или в сентябре. Значит, вообще изначально был контракт, даже при условии продления, дополнительного соглашения должен быть закончен в декабре 2017 года, потом подрядчик нам, в общем-то, бесконечно все это продолжалось. Февраль 18, май 18, июль 18, был сентябрь 18, октябрь 18. Но на сегодняшний день мы проводим, значит, мониторинг, какие работы ведутся, в каких домах и насколько они ведутся. Работает там по одному, по 2 человека, то есть какая-то видимость создается, что, значит, подрядчик какую-то работу ведет. И дальше видимости практически никаких там подвижек в этом деле, в этом направлении нет. Поэтому, чтобы программа была завершена, чтобы, значит, республика у нас вышла с хорошим лицом из этой программы, глава республики Александр Сергеевич, он еще, когда был исполняющим обязанности, выделил дополнительные средства. На сегодняшний день у нас практически разыграно 83 лота, это вот 83 семьи, значит, будут переселены на вторичный рынок. Последние 2 лота разыгрываются у нас завтра. Будем надеяться, что на сегодняшний день идет у нас уже оформление контрактов, купли-продажи, заключение договоров, документальное оформление вот этих 81 семьи. Также в ближайшее время, в ближайшие недели-полторы будет подписано еще одно распоряжение, доведения нам до поселка Серебряный Бор еще 200 миллионов. Это оставшиеся 153 семьи, чтобы мы до конца года могли всех, значит, людей, которые живут еще в аварийном фонде, в аварийном жилье, чтобы мы могли их всех переселить. Может быть, не вновь построившиеся дома, но в хорошие, благоустроенные дома на вторичном рынке, которые будут выкупаться как в поселке Серебряный Бор, так и в городе Нерюнг. Ну вот на уровне слухов сейчас бурлит информация, то, что вот именно благодаря или вот в смысле нерадивости застройщиков, да, вот эта программа, она сейчас немножко переигралась. И мне, как в принципе я детство провел в поселке, что теперь обидно вдвойне, что он строиться не будет больше, да? То есть решили это все за счет вторичного рынка, да? Ну, как бы да, конечно, это вот все действительно нерадивости застройщика, значит, не чистоплотности, как угодно можно это назвать. Причем, значит, на сегодняшний день, как я повторяюсь, может быть, то, что я говорил уже, что если бы застройщик передал эти дома к нам в муниципальную собственность, даже в том виде, в котором они есть, вот эта сумма, которую нам выделили сегодня глава республики, значит, Александр Сергеевич выделил, даже треть этой суммы бы хватило, чтобы достроить эти дома и ввести в эксплуатацию, заселить людей. Но вот он не передает, ну а ему, соответственно, сумма застройщику выплачена по контракту в полном объеме. Значит, еще раз ему давать деньги, чтобы они опять куда-то, значит, вот, ну, скажем так, не хочется говорить, пропали или еще куда-то, скажем, по-другому, чтобы контракт опять не будет завершен, деньги будут потрачены, контракт опять не будет завершен, но давайте, вы сами понимаете, как бы, значит, уже как-то не с руки все это дело делать. Поэтому
Поэтому, значит, вот на сегодняшний день ситуация такая. В арбитражный суд документы поданы, процесс идет, он, по всей видимости, затянется на какое-то время, там полгода, год, сложно сказать, потому что судебные тяжбы, как бы их сложно предсказать, на какое время затягиваются. Но вот эти 5 домов, в любом случае, значит, под эти, у нас еще осталась еще одна очередь, значит, переселения, это 19-24 год, у нас есть 7 домов, которые не попали в первые 2 программы переселения из ветхого жилья. Значит, вот эти люди будут переселены в 2 дома, эти 5 домов в конце концов будут достроены, люди из этих 7 домов будут переселены сюда. Но это опять тоже будет определенные затраты производиться. Значит, в этих домах, которые 7 домов, там квартиры по площади гораздо больше, чем вот до этого были, поэтому придется вносить изменения в проектную документацию по этим некоторым домам, значит, увеличивать площадь квартиры этих домов, то есть переделку внутреннюю делать этих домов, но люди будут переселены. Соответственно, конечно, я бы не сказал, что площадь населения поселка сильно уменьшится, но это неизбежная вещь на сегодняшний день, другого выхода, как переселить на вторичный рынок, людей мы не видим, потому что, сколько там, эти дома очень действительно уже старые, ветхие, рушатся. Также у нас есть огромная проблема, значит, вот и коммуникации все старые внутри домов, и которые наружные коммуникации, и огромная проблема у нас в поселке Серебряный Бор, это, как вы знаете, пожары. Нам надо быстро от этих деревянного фонда избавляться. Ну да, вот о пожарах мы сейчас поговорим чуть позже. Вот сейчас, чтобы более-менее было понятно зрителям, вот давай сейчас немножко в цифрах конкретно, сколько осталось аварийных домов в поселке, да, и сколько человек, сколько семей ждут. Значит, у нас осталось нерасселенных домов 64, но в этих домах живут по 2, по 3, остается значит, от 5 семей больше. Те дома, которые, вот первый блок, так сказать, вот, кого на вторичный рынок, 83 семьи, это 81 семья, прошу прощения, это вот мы выбирали именно те, то есть из всех плохих выбирали самые худшие дома, и те дома, где жили у нас по 1, по 2, по 3 семьи. То есть на сегодняшний день, после вот переселения первой части людей, мы расселим 40 домов. И у нас еще останется порядка 64 домов, это 153 семьи. Это уже на второй этап пойдет, да, на второй этап, но все это должно закончиться в этом году. Все это должно закончиться в этом году, вот именно переселение людей, но это все уже на вторичный рынок. Ну теперь, конечно, о наболевшем. Пожары в поселке Серебряный Бор, это уже просто не то, что нонсенс, это они почти что каждый день мы получаем какие-то... Вы знаете, что вот об этом вы думаете? Я уже боюсь ложиться спать, потому что как спать, или хоть выкидываю телефон, или выключаю, значит... Это не баловство детей, это не шалость какая-то детская, это не случайное, неосторожное обращение с огнем, это не, скажем так, люди с низкой социальной ответственностью, которые там пытаются где-то пережить. Это нормальное, это вредительство, как угодно. Планомерный это можно назвать, поджог. конечно, теракт, как угодно это можно назвать. Это вот именно нагнетает ситуацию, напрягают ситуацию, чтобы люди каким-то образом могли подумать, что власть не справляется, может быть, или обозлить людей с властью, с муниципальной, с республиканской, вот, значит, настроить против власти людей. Мы, конечно, со своей стороны мы пытаемся, значит, то, что нам позволяет наш бюджет, значит, у нас работают, мы сносим дома, мы целиком их снести не можем, потому что у нас того бюджета, который у нас на сегодняшний день есть, если его весь потратить, мы снесем порядка, не знаю, там, и вывезем дома на полигон, нам хватит, может, домов на 10-15. На сегодняшний день мы просто выбираем те дома, которые расселены и стоят рядом с каким-то жилыми фондом, либо социальными объектами, мы их просто рушим. Просто рушим. По этому поводу, сейчас, извиняюсь, перебью, чтобы опять внести ясность, да, прежде всего зрителям. То есть тоже на уровне слухов такое мнение прошло, что это как бы выгодно вам, чтобы не сносить, а чтобы спалили, все раз. Нет, вы же понимаете, что это на самом деле это глупость. Как горят, вот последний дом, 49-й дом сгорел-то дом заселенный. Там люди, там жили 4 семьи. Там жили 4 семьи. Да, вот кому это выгодно? Ну вот я же говорю, я не знаю, зачем это. Вот, если бы поймать этих негодяев, подонков, как угодно, если бы не в эфире, я бы вам сказал какие-нибудь другие слова. Еще некоторые просто говорят, что может быть это выгодно тем, кто остался в этом доме, чтобы быстрее как-то, может быть, в очереди. Вы понимаете, нет, этим людям тоже не поможешь с очередностью, потому что 4 семьи, которые у нас пострадали на этот момент, они попадают во вторую очередь переселения, вот где вот 153 семьи. На сегодняшний день мы им предоставили маневренный фонд, но тоже в деревянном фонде. Мы ничего другого предоставить не можем, чтобы они где-то жили, дождались своей очереди переселения.
Нам это абсолютно невыгодно. То есть, выгода в чем, если люди пытаются говорить, что якобы выгодна администрация, в чем наша выгода? Что мы не спим ночами, что люди инфаркты получают, инсульты, и уже скоро, говорю, что спать боимся ложить, потому что что-то ночью произойдет. Вы же понимаете, что это... Ситуация критическая, а Вот что прокуратура? Вот для этого, значит, одна из целей вот тех людей, которые поджигают, одна из целей вот этих негодяев, мерзавцев, вот в частности вот это, чтобы, я же говорю, чтобы настроить людей против власти, любых органов власти, да, там муниципальных, республиканских, федеральных. Потому что, значит, пытаются потом вбрасываются слухи, что якобы это администрация выгодна там, или еще кому-то выгодно. Это, вот, значит, мы какие-то, конечно, у нас есть два заявления, вот по последним двум пожарам, вчера заявление подали в полицию, опять уже по результатам пожара в прокуратуру. Полиция выделила специального человека, который сейчас уже занимается только Серебряным Бором, только нашими пожарами. Значит, вот мы, насколько я знаю, мы подготовили объявление последний раз уже после совещания с полицией, развешиваем дома на подъездах, значит, что если будет какая-то предоставленная информация о поджигателях, то есть за вознаграждение, даже готовы пойти уже на это, какое-то вознаграждение полиции, у них есть какие-то свои фонды, мы готовы поучаствовать, предприниматель готов в этом то есть от органов МВД тоже какое-то уже действие да, происходит? Да, вот, значит, опять же, что если выгодно это органам власти. Вот последний 210-й дом сгорел, значит, нам республика не выделяет на восстановление этого дома ни копейки. Мы выкручиваемся все сами, вот за наш там, скромный несчастный бюджет. По 100 тысяч, по 50, по 20, по 30 тысяч. Благо как-то вот предприниматели города Неринга идут нам навстречу, кто вот окна изготавливает. Вы как глава поселка, скажите, есть ли шансы поселка попасть во второй этап программы переселения? Конечно, конечно. Мы благодаря, еще раз я повторюсь, низкий поклон Александру Сергеевичу Николаеву, то, что вот эти 300 миллионов, то, что выделили, это уже сверхпрограмма. Это сверхпрограмма, программа финансово вся закрыта. Компания «Созвездие» выплачены все деньги. Им все условия, все суммы выплачены для завершения строительства, для передачи их нам, вот этих 5 недостроенных домов. Это сверхпрограмма уже эти деньги выделены. Чтобы закрыть эту программу, чтобы переселить людей, чтобы люди в зиму уже не боялись пожаров и жили уже в нормальных благоустроенных квартирах. Конечно, она будет закрыта, однозначно. Ну, на этой позитивной ноте, думаю, мы с вами уже и попрощаемся. Спасибо большое за такую беседу. Все, надеюсь, зрителям тоже стало понятно, почему и как. Надеемся, что больше пожаров, вообще о такой информации мы больше не услышим, как пожар в поселке Серебряный Бор. Это было актуальное интервью, в студии был Сергей Козюра. Мы сегодня беседовали с главой поселка Серебряный Бор Будуевым Станиславом Николаевичем. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания.